Полицейские, из-за которых мигранты в подмосковной Балашихе были вынуждены выпрыгнуть из окна второго этажа, уволены из органов и пойдут под суд. Даст Бог, поеду в Узбекистан и там буду продолжать лечение. Хочу лечь в больницу, чтобы сделали операцию. Узбекистан начал готовиться к вступлению в Евразийский экономический союз. Эксперт программы «Настоящее время Азия» расскажет, почему и зачем. Стратегия такая по привлечению, по возврату бывших союзных республик в лоно контроля со стороны Москвы. Настоятель таджикистанских мечетей обязали пользоваться соцсетями. Бороться там с экстремизмом не получится, но отвечать на вопросы верующих надо. У большинства недостает знаний в использовании новейших технологий, а с другой они считали, что использование гаджетов ниже их достоинства. Но на тренинге они поняли, что нужно делать. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. История с мигрантами в подмосковной Балашихе, которые были вынуждены выпрыгнуть из окна своей квартиры, спасаясь от побоев пьяных полицейских, подошла к финалу. Нападавшие блюстители порядка уволены из органов. Десятки полицейских получили служебные взыскания. Такие решения приняли в управлении МВД России по Московской области. Сами мигранты выписываются из больницы и уже сегодня отправятся на родину. Подробности в сюжете Мусы Казакова. Злоключение Дильшода Тимирова и Ильхома Халматова в России подходит к концу. Впереди месяцы реабилитации. Сломанные кости, перелом позвоночника и внутренние повреждения. Это не полный список травм, полученных мигрантами в результате налета сотрудников уголовного розыска на их съемную квартиру. Из-за нападения полицейских молодые люди были вынуждены выпрыгнуть на улицу с балкона второго этажа. Сегодня обоих мужчин отправят на родину, где они продолжат лечение. Врачи обнадеживают, говорят, что иду на поправку. Из посольства Узбекистана представитель Министерства по миграции Машраб приходил. Он и добыл билеты на родину. Я благодарен ему. Даст Бог, поеду в Узбекистан и там буду продолжать лечение. Хочу лечь в больницу, чтобы сделали операцию. Возле пострадавших постоянно дежурят родственники и друзья. Потерпевшие практически не говорят на русском языке. В Россию они приехали недавно по приглашению Политехнического музея для проведения реставрационных работ. После того, как мы услышали о случившемся, я сразу же примчался. На второй день я был уже здесь. Ребят не оставили в беде. Их прорабы по имени Тарас и Ариф помогали. Виновники происшествия, сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Балашихи, уволены со службы. Об этом в телефонном разговоре нам сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области. Двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством. На начальника отдела полиции по городскому округу Балашиха наложено дисциплинарное взыскание в виде понижения в замещаемой должности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц отдела полиции по городскому округу Балашиха. Помимо правозащитников и юристов, делом реставраторов занялись и официальные представители Узбекистана в России. Они оплатили переезд мигрантов на родину. Ситуацию нам прокомментировал начальник представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана. Вместе с Генконсульством мы обратились в компетентные органы. Генконсульство сделало официальную ноту в Министерство иностранных дел. Граждане нуждаются в срочных операциях. Больным покупаются билеты в лежачем состоянии для того, чтобы транспортировать на родину. Буквально сегодня они вылетают в Узбекистан для продолжения лечения, и на месте будут их оперировать наши врачи. Сейчас в отношении полицейских продолжается доследственная проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Московская область. Узбекистан может вступить в ЕАЭС, Евразийский экономический союз. Об этом на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинджоном Исмаиловым заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, президент Узбекистана принял решение и прорабатывает вопрос о присоединении к Союзу. Ташкент и Москва уже создали рабочую группу по изучению возможных рисков вхождения Узбекистана в ЕАЭС. Матвиенко выразил надежду, что вступление страны будет осуществлено без задержек. Цитата: «Если это произойдет, то это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется». Конец цитаты. Спикер Совета Федерации также отметила, что после вступления Узбекистана в ЕАЭС у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях. Я напомню, Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции. В него входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
Узбекистанский политолог, сотрудник фонда «Открытое общество» Алишер Ильхамов считает, что вхождение Узбекистана в ЕАЭС больше не экономическое, а политическое решение, и подобные объединения, как правило, инициируются официально Москвой для своих политических целей. Я бы рассматривал это как бы решение и сам процесс с двойным дном. На поверхности, да, конечно, это сам союз с формальной точки зрения является экономическим, который как бы снижает определенные барьеры для торговли, там, облегчает положение, то есть, трудовых мигрантов, да, вот, обеспечивает свободное движение рабочей силы. То есть вроде бы на поверхности выглядит достаточно похожим на вот, Евросоюз, да, но мы знаем, что вот такого рода союзы инициируются в основном Москвой, и за этим стоят определенно далеко идущие какие политические как бы соображения, да, намерения, стратегии такая по привлечению, по возврату бывших союзных республик в лоно контроля со стороны Москвы. И это делается поэтапно. И вот понимание того, что это всего лишь этап на вот этом пути как бы собирания земель, так вот, это вызывает определенное опасение. Узбекистан не смог провести реформы, чтобы привлекать как можно больше иностранных инвестиций, поэтому, если страна все-таки вступит в ЕАЭС, то она тем самым выберет более легкий, но не совсем эффективный путь развития экономики, хотя и после этого заметного экономического роста ждать не стоит, считает Алишер Ильхамов. Пока что Узбекистан не смог привлечь значительных прямых иностранных инвестиций, не смог создать достаточную привлекательность, во многом благодаря тому, что система административная все еще стара, нет как бы гарантий защиты собственности, нет верховенства закона. Это отпугивает иностранных инвесторов. Если он на этом сосредоточится, так, то вот эти как бы определенные потери на вот этом фронте взаимоотношений с странами-членами ЕС, с Россией, можно во много раз компенсировать путем привлечения прямых иностранных инвестиций. То есть речь идет о приоритетах развития. И вот они выбирают какой-то определенный легкий путь, вот, чтобы просто обеспечить экономику страны на плаву, не о том, чтобы развивать. Я не думаю, что вот вступление страны в ЕС обеспечит радикальный рост экономики. Будет определенный кратковременный и очень ограниченный эффект, но не тот, который нужен для страны, для того, чтобы уровень развития экономики был хотя бы в какой-то степени сопоставим с Казахстаном, с Россией и так далее. Мы спросили у политолога, как отреагирует общественность Узбекистана на то, если Узбекистан все же вступит в ЕАЭС. Вот что ответил Алишер Ильхамов. Предыдущий режим каримовский выстроил свою легитимность благодаря вот этой идеологии независимости. Многие этой как бы идеологии тоже сейчас проникнуты, и их настораживает вот это такое вот сближение с Россией. И многие себя связывают, как бы ассоциируют вот, как бы с этой системой политической независимости. Но с другой стороны, понимаете, общество в Узбекистане, оно еще очень мало информировано, поскольку местные средства информации вот как бы проснулись только недавно, буквально год-два, и большая часть находится под влиянием российских средств информации, особенно вот под влиянием зомбоящика, этих каналов российских, и получает информацию вот в этом таком отфильтрованном виде и с определенным таким уклоном пророссийским. И они воспринимают через призму тех вот этих нарративов, этих вот как бы клише, которые вот насаждаются вот российские средствами информации. А они доминируют на информационном поле пока что в Узбекистане. Это тоже надо учитывать. И наконец, вот слабость гражданского общества в Узбекистане. Вот до сих пор, в общем-то, существуют ограничения для создания неправительственных организаций, и они еще не делают погоду существенную в стране. В Алматы жестоко избитый отчимом двухлетний ребенок скончался в больнице. Малыша привез в больницу сам подозреваемый. К медикам ребенок поступил в тяжелом состоянии, уже без сознания. Врачи оценили тяжесть нанесенных увечий и сообщили об этом в полицию. Несмотря на действия реаниматологов, мальчика спасти не удалось. Сегодня родным сообщили о его смерти. Подробнее Шалпана Разбекова.
Изначально отчим сообщил, что его приемный сын упал. Однако характер травм говорил совсем о другом. У ребенка констатировали повреждения головы и грудной клетки. Медики больше недели вели борьбу за жизнь малыша. И вот теперь от комментариев отказались. Не хочу я сейчас чуть говорить так. Ребенок ушел. Первым делом после случившегося полиция допросила отчима. Во время дачи показаний задержанный заметно нервничал, а позже признался в содеянном. Объяснил избиение ребенка тем, что не выдержал долгого плача малыша, сорвался. Он сам и на тот момент не отрицал, что нанес ребенку телесные повреждения. В своих показаниях мужчина утверждал, что якобы ребенок капризничал, и он не смог его успокоить. Поэтому в качестве решающего аргумента в ход пошли кулаки. Сейчас 34-летний отчим находится в следственном изоляторе. Статья, по которой ему будет вынесено обвинение, переквалифицирована на убийство. Изначально дело было заведено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похороны ребенка еще не состоялись. Родственники тоже отказываются говорить на камеру. Нам сейчас правда не до этого, но он ответит обязательно, и мы сможем поговорить, возможно, позже. Задержанный с матерью мальчика живет в гражданском браке. У него уже имеются 2 судимости за кражу и грабеж. В момент избиения мать малыша находилась на работе. И если назначенные следствием экспертизы докажут, что ребенка избивали регулярно, то под суд пойдут оба родителя. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Брат бывшего замглавы кыргызстанской таможни Раима Матраимова по прозвищу «Миллион» обратился в комиссию по жалобам на СМИ. Искендер Матраимов считает, что кыргызская служба «Радио Свобода Азатык» необъективно освещала инцидент с нападением на своего оператора. Напомню, на прошлой неделе люди Матраимова прямо во время съемок избили оператора Азатыка Айбека Кулчуманова. Они отобрали у него камеру и разбили дрон. Рассказывает Джибек Бегалиева. Депутат парламента Искендер Матраимов пожаловался на кыргызское бюро «Радио Свобода Азатык». Брат бывшего таможенника, который подозревается в коррупции, обратился в комиссию по жалобам на СМИ. Речь идет о нападении людей Матраимовых на оператора Азатыка. У нашего коллеги отобрали профессиональное оборудование и разбили дрон. Избили и изъяли даже личные документы. Случилось это во время того, когда оператор Айбек Кулчуманов делал подсъемки для журналистского расследования. И вот освещение этой ситуации Матраимов считает предвзятой. Свою версию произошедшего депутат парламента рассказал в эфире Азатыка. В субботу в 7 часов утра, когда все отдыхали, над домом летал дрон. Конечно, ребята вышли из дома. Дрон упал на голову одного из парней. Только после задержания узнали, что это журналисты Азатыка, и обратились в милицию. Применения силы не было, просто отобрали технику. Это частная собственность. Чтобы ее снимать, нужно получить разрешение владельца. Матраимов просит комиссию дать оценку освещению инцидента и проверить, не нарушали ли сотрудники Азатыка кодекс этики журналистов Кыргызстана. Депутат также готов обсудить этот вопрос вместе с журналистами. Многие медиаэксперты такой шаг политика одобряют. Обращение Матраимова, депутата Матраимова в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ я расцениваю положительно, потому что это хорошо, когда он не обращается в суд, он понимает, что должна быть какая-то внесудебные решения, и комиссия – это внесудебное решение проблем. И я считаю, что комиссия должна подойти и подойдет очень сбалансированно и не будет объективно рассматривать. При этом глава объединения журналистов обращает внимание на то, что на корреспондентов Азатыка оказывается беспрецедентное давление. Касыбеков считает, что это ожидаемое явление, когда редакция проводит серьезное антикоррупционное расследование. Например, именно сейчас в отношении одного из авторов материала, корреспондента Азатыка Эдриса Исакова, возобновили уголовное дело, которое ранее было закрыто из-за отсутствия доказательств. Со стороны власти преград как таковых нету, но есть такое молчание, может быть, игнорирование со стороны власти этих всех фактов и умалчивание этих фактов, и даже, может быть, даже нежелание вглядываться в какую-то правду. Рассматривать заявление комиссия по жалобам на СМИ будет на следующей неделе. Это первый случай, когда организация будет работать с заявлением от политика по такому резонансному вопросу. В туркменистанском городе Либаб сотрудники правоохранительных органов допрашивают и штрафуют владельцев дронов. Им выписывают штрафы от 1000 до 3000 манатов. Это от 52 до 156 долларов по курсу черного рынка. И предупреждают, что если их задержат повторно, то привлекут к уголовной ответственности.
Один из офицеров полиции страны на условиях анонимности заявил нашим коллегам из радио «Азатлык», что сейчас туркменские власти беспокоят даже теоретическая возможность съемки очередей перед продовольственными магазинами и скандалов, которые там случаются. По данным туркменской службы «Радио Свобода», полицейские в штатском контролируют очереди за продуктами и запрещают покупателям фотографировать и даже пользоваться мобильными телефонами. Смотрите далее в нашей программе. Настоятели таджикистанских мечетей обязали пользоваться соцсетями. Бороться там с экстремизмом не получится, но отвечать на вопросы верующих надо. У большинства недостает знаний в использовании новейших технологий, а с другой они считали, что использование гаджетов ниже их достоинства. Но на тренинге они поняли, что нужно делать. В Ираке массовые беспорядки. Число их жертв в Багдаде неуклонно растет. Протесты против безработицы и коррупции охватывают новые регионы. На этом фоне власти начинают блокировать интернет, рассказывает Елена Островская. По меньшей мере 5 погибших, сотни пострадавших. Протесты против безработицы и коррупции вылились далеко за пределы Багдада и охватывают все больше иракских населенных пунктов. Власти направили контртеррористические подразделения в южный город Насирия, где местная полиция утратила контроль над ситуацией. По данным правоохранительных органов, на улицах происходят перестрелки, демонстранты поджигают правительственные здания. По данным источников рейтеров полиции, комендантский час был введен в нескольких южных городах, включая Насирию, Амару и Хилу. Протесты, местами мирные, но местами сопровождающиеся стычками и беспорядками, прошли также в портовом городе Басра, священном для мусульман Ан-Наджафе, северных Киркуке и Тикрите, Эд-Дивании, а также в восточной Мухафазе Дияла. Массовые протесты вспыхнули в Багдаде во вторник. На фоне тяжелейшей безработицы, коррупции и беспомощности общественных служб демонстранты призывали к падению режима, лозунг, популярный в годы арабской весны. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, а затем и боевые патроны. Представители правоохранительных органов заявляли, что стреляли только в воздух. Протестующие говорили об очередях, выпущенных по толпе. В попытке успокоить недовольных премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди пообещал обеспечить выпускников вузов рабочими местами. Он проинструктировал Министерство нефти и другие ведомства, чтобы в будущие контракты с иностранными компаниями был включен пункт о 50% квоте на местных рабочих. Роскомнадзор заблокировал сайт информагентства «Фергана». В редакции агентства заявляют, что от регулятора никаких уведомлений и предупреждений не получали. Причину блокировки Ферганы в Роскомнадзоре конкретно не называют, а лишь указывают, что доступ к странице ограничен на территории России на основании статьи 15 пункта 1 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Согласно этой статье, регулятор направляет интернет-провайдеру уведомление о включении страницы сайта в реестр запрещенных сайтов. Провайдер, в свою очередь, информирует владельца сайта о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространения которое в России запрещено. И только после уклонения владельца сайта от исполнения требования закрывает доступ к сайту. В редакции Ферганы говорят, что эта процедура вообще не была соблюдена. Руководство информагентства заявляет, что с Роскомнадзором на данный момент продолжается судебное разбирательство относительно статьи о свидетелях Иеговы в Туркменистане. Однако они сомневаются, что этот процесс может быть связан с нынешней блокировкой. Это дело по свидетелям Иеговы, по отметке, да, что они запрещены в России, никаким образом не связано с, как я думаю, с блокировкой, потому что этот процесс идет, он в процессе решения, судебного обсуждения и так далее. То есть, если вдруг мы там не захотим что-то пометить и так далее, тогда, может быть, возможно блокировка по решению суда. Пока решения суда не было. Между тем, сегодня международная организация «Комитет по защите журналистов» потребовала немедленной разблокировки сайта Фергана на территории России. Блокировка привела к снижению посещаемости сайта. Редакция Ферганы заявляет, что направила в Роскомнадзор официальное письмо, и если регулятор оперативно не ответит, то они намерены обратиться в суд. Мы действительно не пишем о российской политике, мы не пишем о российских внутриполитических делах. Мы затрагиваем Россию только когда мы пишем о миграционных проблемах и о проектах большой интеграции, это, значит, в которых участвуют Центральная Азия и Россия.
нам очень странно получить от Роскомнадзора этот запрет, причем именно запрет без предупреждений, без выяснений, без попытки с нами поговорить и как бы нам сказать, что ребята, что-то вы не то написали. Я не понимаю, в чем проблема, и именно это станет, я так думаю, если нам быстро не ответят и быстро мы не поймем, что случилось, и если это не недоразумение какое-то, это станет предметом судебного разбирательства, я думаю. Хатибы настоятели мечети Таджикистана начинают активно работать в соцсетях. Сейчас по всей стране проходят краткосрочные курсы для священнослужителей по использованию интернета, на которых обучают не только пользователи соцсетями, но и находить группы, в которых задают вопросы о религии. Имамы должны размещать там свои посты и комментарии. Организаторы тренингов не надеются, что хатибы в будущем станут хорошим противовесом радикальным проповедникам в сети. Достаточно будет, чтобы они знали, что интересно знать сегодня молодежи об исламе, о новых веяниях. Анушер Нарипов. Настоятелям мечетей Таджикистана новые знания даются тяжело. Большинство, возможно, в силу возраста все еще пользуются кнопочными телефонами. Так что работу в интернете они перекладывают на более молодых помощников, говорят сами священнослужители. Для многих стало откровением, что в соцсетях так много говорят о религии. Это позволит настоятелям мечетей существенно расширить свою аудиторию. Выяснилось, что из 30 участников только 3 или 4 владеют информацией по этому вопросу и используют ее. С одной стороны, у большинства недостает знаний в использовании новейших технологий, а с другой они считали, что использование гаджетов ниже их достоинства. Но на тренинге они поняли, что нужно делать. Курс онлайн-грамотности совсем короткий, всего 1 день, и многому научить за это время нельзя, говорят организаторы. Главное, чтобы настоятели мечетей уловили тенденции соцсетей и умели размещать ответы на задаваемые вопросы. Детально изучаем с ними факт-чекинг, то есть мы показываем им, в каких мессенджерах, какие есть группы, где можно, какие вопросы задают молодые люди и как на них следует отвечать. Мы также говорим им и проводим обучение по тому, как необходимо разговаривать с теми, кто уже немножко радикализирован. Контрпропагандой в соцсетях хатибы заниматься не будут. Такую цель организаторы тренингов не ставили. Во-первых, настоятелей мало, и составить конкуренцию тысячам радикальных проповедников они не смогут. Да и уровень их знаний, не касающихся вопросов ислама, недостаточен, чтобы вести дискуссии в сети, считают эксперты. Я не думаю, что, допустим, проведя 1, 2 или даже энное количество тренингов, это можно выработать в них. Почему? Потому что уровень их образования или вообще стратегия их образования, так как они его получали, она такая очень классическая, и они, большинство из них не могут быть по уровню своего мировоззрения, образования или навыков быть активными в медиапространстве. Поэтому я бы сказал, что я бы не оценивал вообще их потенциал, даже в обозримом будущем, как какой-то, что он может создать какой-то материал, который будет в нашем медиапространстве прям очень востребованным. Если по итогам тренинга имам-хатибы мечетей хотя бы заведут собственные страницы в соцсетях и будут время от времени постить свои проповеди и наставления, организаторы, Комитет по делам религии страны и Институт по освещению войны и мира Великобритании будут считать это большим успехом. В будущем году в Таджикистане планируется провести расширенные курсы, где настоятелей научат пользоваться смартфонами и другими современными гаджетами. Анушер Нарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Тут же надо и пахать, и лущить, и все это, и сеять надо. То есть мы здесь вот это все изучаем. Я сам учился вот в этом училище, и вот техника, на которой я еще учился, вот она же и осталась. Ну, у нас очень много ребят из малообеспеченных семей. В общем, есть такие ребята, которые, например, в город себе не могут позволить ехать. Панкратов Александр Михайлович, 44 года, заведующий Круглянского филиала Березовского агропромышленного техникума. Кем был Адольф Гитлер?
Появившись ниоткуда, Гитлер стал лидером Германского рейха, одним из самых влиятельных людей 20 века, из-за которого мир оказался на пороге катастрофы. Народ ему поклонялся и слепо шел за ним в пропасть, в то время как он в строгой тайне хранил свое происхождение и свое прошлое. Никто не должен